Так, достар, davom qilamiz. Так, to'xtadim, manalar qo'ydim endi, mana ustolga qo'ydim, короче. Qaragan eshik bo'lar ekan. Надеюсь, увижу издалека. Дело в том, что конный полк Сидора Аристова, выступивший из Уфы, прошел по глубоким тылам повстанцев через Бирск и Каракулино, Мезелинск. И в нарушении приказа командующий сжег несколько башкирских аулов и при этом приказывал башкирцев от 10 лет и выше рубить головы, а ниже 10 лет брюхо пороть. Представляете? За это Хованский хотел его ругать за то, что он их воров рубил и разорял. Mana ko'rdingizmi? 1708-yilni mana shunday rubit deya. Mana nindi urus pataklari bo'lgan, biladi. Nindi paqishlar bo'lgan bu uruslar butunisi, it sikkanlar. Shunda уже 10 yoshlik bizni boshqirt bolalarin rubit degan. И qorinlarini narsaki тоже рубить degan endi. Narsa qorinlarida tegi suyirga degan endi. Suyirga, короче говоря. Это просто уму непостижимо. Шунардан соң biz hozir удивляемся, что мында не идет этот маньячелы там на войне не режут украинцев. Одно и то же. Вот одно и то же. Представляете? Шулук qon бит, ул шулук qon, шундай ук qon, понимаете? Шунарга мен айтам бит инде, шунарга Башкортстан белән Татарстаннан biz независимость алып чыгарга тиешбез. Без үзебез независим булырга тиешбез. Су урыслар вообще безне кырда якын йөрмәскә тиешләр вообще, по идее. По идее. Какой там хуҗа булырга? Шунарга басырга тиеш, һәрбер башкорт, һәрбер татар аңларга тиеш шулай берне. Йөз әйтелде бит инде уже. Идем дальше. Исход переговоров не ясен, но в конечном итоге блокированные в Баландышах полки были выпущены из кольца окружения, из того стану пошли обозом в Казань, а башкиры их провожали довольно. При этом Алдар-Батыр запретил вступать в новые сражения с бригадой Дмитриева-Мамонова. Пленный татарин Урмет Бимяков показывал, а как где по той деревню Баландыш были бои, и как из той деревни ныне полки пошли к Казани, и дорогою был бой, и на тех где боях их башкирцев и татар побито 114 человек, а замку на бою были Кусюм, Исмаил, Мулла и Уразбай, который убит, а с ними где было башкирцев и татар 4500 человек. Какого-то Урмет Бимякова в плен взяли, и он все рассказывает, получается. Он нам именно, ты раз ты на том стриме тоже ни хера не понял, вот примерно, может, концепт дойдет, поймем. А Алдар, где с ханом в то число было в Саврушах, и на другой день боем идти не велел. Алдар для того, чтобы де помириться и чтобы напрасно людей не потерять. В конец февраля 1708 года пехотная бригада Дмитриева-Мамонова соединилась в деревне Чепчуги под Казанью с основными силами боярина Хованского и генерал-майора Гулица. Башкирское наступление на Казань захлебнулось. Последнее сражение с бригадой Дмитриева-Мамонова показали, что сил для дальнейшего продвижения нет. От многотысячной армии, вторгшейся в пределы Казанского, Уржумского, Симбирского, Свяжского, Вятского уездов, осталось лишь около 4000 башкир, так как основная масса воинов, утолив жажду мести, вернулась домой. Повстанцы уже были не прочь отказаться от своего хана и идеи независимости, присягнув царю при условии снятия с них новых налогов, установленных прибыльщиками. Толмач Иван Овсянников, ездивший на Арскую дорогу Казанского уезда для переговоров с повстанцами, спрашивал в ясачной деревне Балтачево, Новобалтачево, Устоведины, ясачной деревне Балтач у стоявших там башкир и татар о причинах мятежа, и они, где башкирцы и татары, сказали им: села в деревне и церкви Божии выжигают и людей рубят, и колют они для того, чтобы великому государю учинилось доподлинно известно там, потому что наперед где сего к нему великому государю
к Москве на прибыльщиков о всяких своих нуждах посылали, они свою братью, ясачных людей, челобитчиков, и те, где их челобитчики были переиманы и биты кнутьем, а иные перевешаны, а от слова странные вообще, отповеди им никакие в том не учинено, и чтоб где великий, сори, где великий государь пожаловал, их велел с них башкирцев и татар, и сватяков, и с черемесы для их скудости новонакладную на них прибыль снять, и они, где башкирцы и татары, отступят и пойдут в домы свои. Мында мен с ними вообще, блядь, не согласен. Вот қазіргі уақытта андай хуйня болмасқа тиіш, блядь. Башқұртстан, блядь, Татарстан, блядь, нахуй бір мәртә мына біз Алла берсе кіре тұрған болсақ мына за независимость. Қашан болар ол, Алла біле. За мной или там за нами кто-нибудь пойдет или нет, неизвестно. Исходя вот от этой истории, если люди вот такие, как там в то время были, которые шли за одним человеком, шундый кишилар хазыр күбәйсәләр, біз Мәскәүне барып бір мәртә генә барып дун кайтырып сыгып кайтырык нахуй. И больше нахрен Мәскәү белән бер ни эш тотмасык, блядь. Только үзебезгә үзебез мустақил, независим булып яшәрик. Безгә нахер нужен безгә менә шул историяларны укыйсың. Мен даже порой укыйсым да килмәй. Мин инде хәзер кызыктым историягә, потому что үзем белмим. Бер нәрсә дөресен әйтсәм, бөтен әйберне. Шунарга әз генә укыштырам инде менә шулай килеп чыккач инде миңа кешеләр җибәргәч, әз генә укыйм инде менә укып. Этот вообще эфирларда чыгарага бит инде, күрәсез бит инде эфирларын бөтенсен закрывает, и я не могу набрать людей. Вот вроде YouTube говорит, 50 людей наберешь, эфир начнется, но ни хера ничего не начинается. Вроде бы этот потихоньку всякими ботами набираю, но нифига. Эфир ошылмый. Шунарга, если по мере возможности, язылыгыз Башкортстан һәм Татарстан. Мана күрдегез, хәзер мана посмотреть статистикасында 50 кеше җыелган дия. Но эфир ошылмый, мен белмим, качан ошылыр ул, чынмы, юкмы, может он не признает боты, поэтому вот я скрин сделаю сейчас. Поэтому я не знаю, как это реальности. Вот 50 кеше күрсәтте, юк, күрдегез, а подписчик только 35 күрсәтә. Күрдегез, было до этого 50, а заходишь, а там 35. Понимаете, аналитика вот показывает 35. Күрдегез, 35 аналитика күрсәтә. Короче говоря, он удаляет боты, он чувствует, он видит, у него, конечно, есть такая, все боты мы захерачили бы, да, ведь? Yok, беткән, күрдегез, 50-ні күрсәтті ул, программа күрсәтә, что 50 җыелган, когда я ботами напихиваю я их. Ну, а потом в конец все равно получается херня полная. Шундай хәл, дуслар. Поэтому максимально кому, как говорится, интересно, то прошу, чтобы давайте подписывайтесь, продвинем, как говорится, мои новые каналы, потому что мне нужно взять, так скажем, эфир, понимаете, а эфирны только мына точно 50 кеше булгач кына, мне кажется, ачыла. А вот так минус-плюс оно не дает открывать. Вот я не знаю, если бы открыло бы, было бы идеально. Видите, вот на верном пути Диабу Хайван. Он не дает открывать, видите? На верном пути, на верном пути. Чё на верном пути? Чё может быть на верном пути? Типа, продолжать создавать шот, чтобы набрать 50 подписчиков. Видите, он боты все равно удаляет. Он видит, что это боты и как бы удаляет. Не. Короче, шундыхаль. Яра, будем читать дальше. Сейчас выключим из другого эфира, блядь. Каждые 10 минут выключать, это пипец. Тут ТикТока, да, 10 минут каметен. И шляпку битен, да, самопроизвольно, когда хочу, тогда выключу. Нет, 10 минут, тут тоже норма. То 1 минута есть, то 10 минут, блядь. Тоже норма. Везде норма, блядь. Выключу, сейчас зайду еще раз.